компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции в начале эфира мы предлагаем вам обратиться к прогнозу погоды. Итак, сегодня 3 ноября. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха минус 19, минус 30 градусов. Днем ожидается минус 12, минус 17 градусов. Заречье минус 24, минус 33 утром, ну а днем минус 17, минус 27 градусов. Южные Улусы утром минус 23, минус 28, ну а днем минус 15, минус 18 градусов. Вилюйские Улусы утром минус 12, минус 17, ну а днем минус 9, минус 13 градусов. Нижнеленские Улусы минус 18, минус 23 утром и днем минус 17, минус 20 градусов. Западные Улусы минус 9, минус 20 это утром и днем минус 5, минус 11 градусов. Колымо-Индигирские Улусы минус 17, минус 28 утром и днем минус 18, минус 25. Янские Улусы минус 21, минус 25 утром, а днем минус 20, минус 23. Северо-западные Улусы минус 12, минус 15 утром и днем минус 12, минус 14 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 27 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 17, минус 19 градусов. Ну а сейчас, дорогие друзья, я хочу передать слово моим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных новостях в стране и мире на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Согласно указу главы Якутии, в начале новой недели предприятия торговли, общепита и сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров были закрыты на дезинфекцию до 12 часов дня. С утра арендаторы в своих помещениях провели полный цикл генеральной уборки, протирали полки, дезинфицировали входные ручки и двери хлоросодержащими препаратами. Вместе с тем на дезинфекцию выходят и работники клининговой компании, которые дезинфицируют эскалаторы, лифты и входные двери. Раз в неделю также обрабатывается генератором холодного тумана вентиляционные системы. Ну, вообще дезинфекция, конечно, каждый день в обязательном порядке. И генеральная уборка раз в неделю, как положено, в понедельник до 12 часов. Что именно обрабатываете? Все поверхности. Большое внимание уделяется, конечно, тому, что покупатели трогают руками. Это тележки, корзинки, двери, кассовые зоны. И вообще все остальное, конечно, тоже. А чем именно обрабатываете? Хлор 0,015% раствор. В Якутии работодатели должны выполнять требования по обеспечению соблюдения самоизоляции. Они касаются работников, члены семей которых заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, контактировавших с больными COVID-19, работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Эти категории граждан должны уведомить работодателя любым доступным способом. Также обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до установления диагноза, но не более 14 календарных дней. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта. Движение судов будет осуществляться по маршруту Жатай-Кихтюр. Завершаются последние приготовления. Это обустройство причальных площадок и отсыпка песком подъездных путей. С понижением температуры и увеличением толщины льда на переправе будет задействован ледокол «Капитан Бородкин». Завершится паромная навигация в 20-х числах ноября. Цены у нас планируется подниматься с момента этого привлечения ледокола. Это как бы тариф устанавливается перевозчиком, лорпом. Это есть
с учетом индексации прошлых лет на уровне 2019 года будет. Фонда. Об этом сообщили в Департаменте жилищных отношений. Вводимый дом малогабаритный, все жилые помещения в нем однокомнатные. 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот. Еще 72 квартиры будут предоставлены гражданам в рамках реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилфонда, рассказал директор ДЖО Александр Наволоков. Тем временем более 300 безработных якутян обучат профессиям в строительной отрасли и дорожном хозяйстве региона в режиме онлайн. Об этом сообщает служба занятости населения республики. К обучению уже приступили 154 человека по строительным в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Всего на профобучение по 90 образовательным программам направили более 2000 человек. Отмечается, что особенно востребованы у граждан курсы предпринимательской деятельности для создания собственного дела. Порядка 140 миллионов рублей предусмотрено в этом году на поддержку частных детских садов региона. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Миноборнауки Якутии. В республике всего 52 индивидуальных предпринимателя, которые занимаются присмотром и уходом за детьми дошкольного возраста с охватом около 2800 детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет более 500 малышей. А всего в регионе, по данным министерства, проживают более 100 тысяч детей в возрасте до 7 лет. Красивые фотографии Якутии с хэштегом «Моя зимняя Якутия 2020». Также нужно дать краткое описание вашей фотоработы и отметить на фото официальную страницу конкурса «Моя зимняя Якутия 2020». Итоги подведут 1 декабря. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску и удачного дня. Друзья, мы продолжаем эфир передачи «Новый день». И сейчас хотим предложить вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаете в следующем материале. Овны. Для вас этот день будет весьма плодотворным и интересным. В первой его половине может появиться возможность укрепить деловые отношения, а также произвести хорошее впечатление на влиятельных людей. Тельцы. Сегодня вам удастся найти ключ к решению многих проблем, причем не только своих, но и чужих. Возможно, урегулирование давних конфликтов. Не бойтесь брать на себя ответственность за принятие решений. Этот день подкинет ряд испытаний близнецам. Возможные неприятности и досадные недоразумения, которые возникнут не по вашей вине. Не торопитесь принимать поступающие предложения, несмотря на их заманчивость. Ракам сегодня удастся достичь неплохих результатов в деле, которое окружающим кажется крайне сложным. Серьезное отношение к своим обязанностям поможет вам завоевать расположение руководства. Львы, вас могут ждать трудности. Достижение любого, даже самого скромного результата потребует немалых усилий. Доверьтесь собственному здравому смыслу и внутреннему голосу. Девы, сегодня вас могут расстроить неприятными новостями. Постарайтесь принять их по возможности спокойно, не впадая ни в панику, ни в уныние. Не предпринимайте необдуманных и поспешных решений. Весов ждет спокойный день. Возможность довести до конца давние проекты, проверить работу, которая выполнялась кем-то по вашему поручению. Не торопите события и не подгоняйте союзников. Скорпионам придется отложить сразу несколько дел, которыми вы с удовольствием занялись бы именно сегодня. Вместе с этим сегодня вы не устанете, даже если будете работать допоздна. Стрельцам предстоит одержать очень важную победу. Не торопитесь отступать, если на вашем пути возникнет проблема. Вы можете добиться успеха как самостоятельно, так и вместе с кем-то. Козероги в этот день смогут решить целый ряд важных проблем. С самого начала жестко обозначьте свои позиции и не позвольте окружающим оказывать на вас давление. Будьте готовы к спорам. Водолеи. Возможны неприятные известия. Постарайтесь сохранить спокойствие, ведь если вы дадите волю эмоциям, то не сможете принять правильное решение. Рыбы. День пройдет довольно приятно, хотя и не принесет никаких значительных событий. Не упустите возможность порадовать близких вам людей.
Друзья, перед тем, как перейти к основным темам нашего сегодняшнего эфира, мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных, ну и, может быть, даже забавных новостей. Ну что ж, давайте начнем. В России названы самые перспективные профессии. В ближайшие 5 лет наибольшей популярностью у работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и биг-дата. Об этом свидетельствуют данные из доклада Всемирного экономического форума под названием «Будущее рынка труда». Чуть реже активных профессий также вошли интернет-маркетологи, администраторы баз данных и менеджеры по продаже услуг. Самыми важными качествами наемных работников компании называют аналитическое мышление, быструю обучаемость, умение решать проблемы комплексно, а также эмоциональный интеллект. Наименее востребованными среди работодателей по данным доклада стали сотрудники бухгалтерии, секретари и администраторы. Роспотребнадзор предупредил о том, что частое употребление орехов в больших количествах может негативно сказаться на здоровье. Как отмечают эксперты, есть орехи стоит 1-2 раза в неделю, небольшими порциями около 35 грамм. Дело в том, что орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям из-за сальмонеллы, кишечной палочки и плесени. Кроме того, орехи накапливают пестициды и радионуклиды. Эксперты советуют употреблять их с молочными или кисломолочными продуктами, молочными кашами и десертами, а также мясными блюдами. Приобретать орехи стоит в местах санкционированной торговли. Обратить внимание, при покупке нужно на срок годности, который обычно не превышает полугода. Хранить же орехи рекомендуют в герметичной таре в сухом месте. Друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся в эфир и продолжим обсуждать темы сегодняшнего выпуска. С вами вновь телепередача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. На днях правительство страны приняло решение продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года. Напомним, что изначально, по изначальному плану она должна была завершиться еще позавчера. О том, как эта программа будет работать дальше, мы обсудим со специалистом отдела управления недвижимостью и реализации программ Республиканского ипотечного агентства Айталиной Толбоновой. Айталина, доброе утро. Айталина, мы вас не слышим. Сейчас мы постараемся устранить технические неполадки. Как вы видите, дорогие друзья, пока что мы не слышим Айталину. Видеть-то мы прекрасно ее видим. Можно заметить, что она в хорошем настроении, но сейчас хоть и, конечно, немножко
Растеряно, да? Ну что ж, немножко еще подождем, друзья, постараемся. Может, вам стоит снять наушник, Айталина? Может, проблема заключается именно в подключении этих наушников. Попробуем через микрофон. Айталина, может, разъем вообще вытащить из телефона наушника и через микрофон телефона? Ну, по всей видимости, у нас проблема не устранилась, да? Должны мы говорить о продлении льготной ипотеки до середины 2021 года. И сейчас мы все еще в прямом эфире, дорогие друзья, стараемся устранить неполадку со звуком. Так, ну, конечно, мы жестами общаться не будем, так что, дорогие друзья, мы давайте сейчас пойдем далее. Спорт продолжает возвращаться к привычному режиму, а это значит, нам есть о чем вам рассказать. Как вы уже, наверное, догадались, дорогие друзья, мы сейчас перейдем к одной из наших постоянных рубрик, к обзору спортивных новостей. Давайте посмотрим. Футболисты московского ЦСКА в гостях одержали победу над волгоградским «Ротором» в матче 13-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник армейцев Алан Загоев. ЦСКА продлил победную серию в чемпионате до 4 матчей. На своем поле примет Ростов. Игра пройдет 8 ноября. Ну а «Ротор» днем ранее в гостях сойдется с тульским «Арсеналом». Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Лоренцо Саннего в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования завершились в Вене. Российский теннисист выиграл со счетом 6-4, 6-4. Благодаря победе на этом турнире Рублев впервые в своей карьере квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в середине ноября в Лондоне. В данный момент россиянин занимает 8-ю строчку в рейтинге ассоциации. Теперь в его активе 7 побед на стартах под эгидой данной организации. Его лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» остается выход в четвертьфинал. Россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе. Организация не будет спешить освобождать титул. Напомним, 24 октября Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона, победив американца Джастина Гейджи. После этого поединка россиянин заявил, что уходит из большого спорта. Сообщается, что президент UFC Дана Уайт считает, что Нурмагомедов вернется в бои с целью довести свою статистику до 30 побед. Напомним, в данный момент на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения. Перейдем к событиям нашего региона. Старшему тренеру сборной России по вольной борьбе якутянину Петру Юмшанову присвоено звание заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Тыва. Как сообщает «Спорт Якутии», награждение прошло накануне в Кызыле в ходе Кубка министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по вольной и греко-римской борьбе. Награду якутскому специалисту вручил глава Республики Тыва Шалбан Караол. Людмила Пахомова завоевала 2 золотые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир, участниками которого стали более 70 человек, прошел в Брянске. Якутянка не нашла себе равных в пауэрлифтинге и жиме лежа. Отмечается, что Пахомова на этом чемпионате выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Якутяне стали обладателями 6 медалей чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с нарушением слуха. 2 награды высшего достоинства в копилку команды принесла Евдокия Катаргина, первенствовавшая в упражнениях МП-5 и МП-10. Также в ее активе бронза в дисциплине ПП-2. По одной золотой, серебряной и бронзовой награде завоевала Мария Егорова. Также сборная республики заняла 3-е место в командном первенстве, пустив вперед сборные Саратовской области и Республики Бурятия. Таковы главные спортивные новости к этому часу, дорогие друзья. И мне коллеги подсказывают о том, что все-таки связь у нас с Айталиной Толбоновой восстановлена. Напомню, мы с ней сейчас будем говорить о том, что правительство страны у нас приняло решение продлить программу льготной ипотеки до середины 2021 года. Ну что ж, Айталина, еще раз доброе утро. Доброе утро. Вот, теперь я слышу вас отлично. Ну что ж, давайте приступим, собственно, к нашему разговору. Айталина, расскажите, пожалуйста, что же позволяет эта программа льготного ипотечного кредитования и каковы ее преимущества? Льготная ипотека позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит на покупку строящейся недвижимости со ставкой 6,5% на весь срок кредитования. Да, ну вот, конечно же, мы можем, обязательно обязаны спросить насчет ограничений. Какие ограничения у нас существуют?
Но по данному продукту идет ограничение по сумме кредита, то есть до 12 миллионов по Москве и Московской области, по Санкт-Петербургу и Ленинградским областям. По остальным регионам сумма до 6 миллионов. По данному продукту можно приобрести жилье на этапе строительства от застройщика, по договорам долевого участия, по договорам переуступки права требования, а также можно купить жилье уже в сданном готовом доме от застройщика. Понятно. Вот, а что касается насчет банков, все ли банки участвуют в этой программе? Ну, по нашей республике практически все банки, ведущие банки уже работают по данному продукту. Однако весь список банков-участниц можно найти на сайте dom.rf. Весь список, то есть, можно увидеть на сайтах. Дорогие друзья, запоминаем этот момент. А что же касается насчет вот, документов, какие документы необходимо предоставить, чтобы вот, получить кредит по этой программе? Ну, документы традиционно идет паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Ну, а также банки-участницы могут самостоятельно установить перечень документов. Опять же, перечень можно найти у кредитора. Айталина, ну вот мы говорим о том, что вот правительство страны, да, приняло решение продлить эту программу. Вот она работала и до этого момента. Как же она себя проявила вот, ну, по сегодняшний день? Ну, по сегодняшний день в целом по стране идет положительная динамика в использовании данного продукта. Продукт оказался очень востребованным. И по нашей республике, к сожалению, я сейчас не могу вам озвучить статистику, но во всяком случае могу сказать, что в Республиканском ипотечном агентстве у нас уже есть люди, которые воспользовались данным продуктом. И данная программа только сейчас начинает набирать популярность в нашей республике. Поэтому так. Сказалась ли как-нибудь вот пандемия коронавирусной инфекции на статистику вот, по тому, как получали люди займы по этой программе? Ну, банки и также наше агентство, мы не прекращали свою работу, мы работаем также удаленно. И ну, на уровень выдач нас не особо так можно отметить, что повлияло. Понятно. Но у нас остается совсем немного времени. И напоследок, вот, Айталина, вот расскажите, какие еще есть такие тонкости, которые было бы интересно знать нашим телезрителям? Может быть, такие, ну не хитрости, а лайфхаки, чтобы как-то облегчить себе процесс по получению вот, займа по этой программе? Но хочется отметить, что есть в банках, в ряде банков специальные ипотечные программы, позволяющие людям с неподтвержденным уровнем дохода, да, оформить ипотеку по двум документам. Это паспорт и СНИЛС. Но там идет требование к первоначальному взносу. Там, ну, допустим, если у человека есть большая сумма первоначального взноса, банки могут одобрить ипотеку по двум документам. Хорошо. Ну что ж, Айталина, благодарим вас за то, что нашли время и обсудили с нами эту тему. Желаем вам удачи в дальнейшей вашей работе. Напомню, что с нами на прямой связи по видеосвязи была у нас специалист отдела управления недвижимостью и реализации программ Республиканского ипотечного агентства Айталина Толбонова. Ну что ж, друзья, ну а мы идем далее. В следующем году и что нужно будет сделать для этого, смотрите в следующем материале. Есть пенсионеры, которые получили в начале этого года талоны для того, чтобы отдохнуть за пределами региона и не смогли улететь по эпидемиологической ситуации. К обязательному возврату они не подлежат. Но вам все-таки нужно уведомить пенсионный фонд о том, что вы этим талоном не воспользовались.
Друзья, с вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Сегодня Национальная библиотеки Республики Саха-Якутия, один из организаторов данного мероприятия, Галина Кутугутова. Галина, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот сегодня уже начинается, хоть и называется, да, «Ночь искусств», но, как я знаю, программа начнется вечером. Ну, уже начнется с 4 часов Уже дня. с 4. Да, поэтому будет насыщенно. И У нас, конечно же, все проходит в режиме онлайн, и мы говорим о том, что в 4 часа, значит, мы начинаем, и вплоть до 11, ночи, да? да, это все будет двигаться и на разных площадках, так что мы не дадим отдохнуть нашим зрителям. Да, ну что ж, заявили, да, мы о том, что вот такая насыщенная программа. Что, собственно, в этой программе? Вообще хотела сказать, что проводить онлайн-экскурсии и мастер-классы. Мы же традиционно делаем мероприятия не столько развлекательного характера, но познавательного. Поэтому наша «Ночь искусств», она начнется с исторической лекции «История Якутской крепости». Это совместное мероприятие с музеем Ярославского. А затем мы переметнемся немножко на другую платформу, и там у нас уже будет мастер-класс по леттерингу от дизайнера-художника, тоже совместное мероприятие с музеем. Затем мы перейдем на мастер-класс по икре на хомусе, и несравненная Альбина Михайловна Дегтярева и Архан, она проведет на платформе Zoom для всех желающих. Уже подключилось около 30 участников, зарегистрировалось. И с нуля буквально, если у вас есть хомус, даже без хомуса на бумажечке можно записать, потом дома попробовать, да. Параллельно у нас будет мастер-класс по выплавке этого самого хомуса от Романа Готовцева «Мындыр Уз». Его мы будем показывать на платформе YouTube, на нашем канале. Помимо этого на телеканале «Якутия-24». Ну и завершит нашу ночь такая, встреча из мастерской художника, скульптора Николая Чачасова. То есть мы проникнем в святая святых, где творится искусство. Ну, то есть, действительно, такая обширная программа, насыщенная, ну и, как вы отметили, да, то, что она нацелена не сколько вот развлекать, да, именно образовательный процесс очень важен для вас, как организаторов. Ну, когда вы составляли программу, вот по какому принципу вот вы подбирали вот людей, с которыми сотрудничаете? Ну, вообще, традиционно мы всегда идем на такие дружеские, партнерские отношения. И, конечно же, в первую очередь, это же бесплатное мероприятие. И мы библиотека, мы все мероприятия делаем бесплатно, поэтому мы всегда идем на контакт с теми, кто готов делиться своими знаниями, умениями на такой бесплатной основе, а также готов отработать очень на высоком уровне и кто будет интересен нашим читателям. Ну, мы знаем то, что вот «Ночь искусств», да, у нас в республике проходит не первый раз. Вот когда и как у нас прошло это мероприятие вот впервые? Вообще, впервые «Ночь искусств» была инициирована Министерством культуры Российской Федерации, по-моему, в 2008 году. До этого были ежегодные акции, которые продолжаются до сих пор. Это «Ночь музея» и «Библия-ночь». А «Ночь искусств» она была задумана как объединение всех учреждений культуры России под одним девизом, слоганом «Искусство объединяет». То есть ко Дню народного единства, в преддверии Дня народного единства этот праздник проводится во всех регионах страны, на всех площадках и всегда что-то интересное за собой влечет. Ну, то есть, как я понимаю, вот участники, да, сегодняшней акции, то есть они будут не просто слушать, но и сами смогут вот принять участие именно вот практической точки зрения, да, то есть именно если кого-то интересует больше практика, нежели теория, вот на какую составляющую им стоит обратить большее внимание вот в программе? Но у нас до сих пор ведется регистрация на мастер-класс по леттерингу и мастер-класс по хомусу, поэтому можно позвонить спокойно на номер колл-центра нашей библиотеки 455-855 и записаться. То есть запись будет вестись до 4 часов дня. Успевайте. Ну, то есть до начала, собственно, самой программы, да? И, конечно же, у нас это все дело бесплатно. Конечно. Отлично. Ну что ж, мы говорим о том, что вот у нас сегодня стартует «Ночь искусств», ожидается много людей. Вот в настоящий момент сколько у нас? Ну, вообще на каждую площадку, вот на мастер-классы по 30 человек записалось. Но YouTube охват, наверное, у нас будет большой, тем более это будет транслироваться на телеканале. Помимо этого, прямые эфиры нашей библиотеки всегда смотрят очень много народу. И со времен начала вот такого периода, да, сложного, когда библиотека перешла в онлайн, мы сейчас уже как-то
перешли на такой спокойный темп работы, когда очень такие скрипты уже прописанные, готовые, да, поэтому уже без волнения мы будем проводить сегодня все в онлайн-формате. Ну что ж, Галина, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. Надеемся, что действительно сегодня уже пройдет замечательная акция под названием «Ночь искусств». И я уверен, что все участники будут довольны. Дорогие телезрители, напоминаем о том, что в 4 часа начинается программа, и вплоть до 11 вечера вас ждет очень интересная программа, интересное мероприятие. Так, сейчас, дорогие друзья, мы прерываемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. С вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. И в следующем блоке мы будем говорить о месячнике регистрации домашних животных. У нас этот месячник объявлен с 19 октября по 20 ноября по указу мэра нашего города. И нас с вами ждет очень интересная беседа. Но прежде чем приступить к этому диалогу, дорогие друзья, сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационной редакции, которые расскажут вам о главных событиях в стране и мире на сегодняшний день. Смотрим далее новостной блок. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Согласно указу главы Якутии, в начале новой недели предприятия торговли, общепита и сферы услуг площадью свыше 400 квадратных метров были закрыты на дезинфекцию до 12 часов дня. С утра арендаторы в своих помещениях провели полный цикл генеральной уборки, протирали полки, дезинфицировали входные ручки и двери хлоросодержащими препаратами. Вместе с тем на дезинфекцию выходят и работники клининговой компании, которые дезинфицируют эскалаторы, лифты и входные двери. Раз в неделю также обрабатываются генератором холодного тумана вентиляционные системы. Вообще дезинфекция, конечно, каждый день в обязательном порядке. И генеральная уборка раз в неделю, как положено, в понедельник до 12 часов. Что именно обрабатываете? Все поверхности. Большое внимание уделяется, конечно, тому, что покупатели трогают руками. Это тележки, корзинки, двери, кассовые зоны. И вообще все остальное, конечно, тоже. А чем именно обрабатываете? Хлор 0,015% раствор.
В Якутии работодатели должны выполнять требования по обеспечению соблюдения самоизоляции. Они касаются работников, члены семей которых заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, контактировавших с больными COVID-19, работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания и состояние иммуносупрессии. Эти категории граждан должны уведомить работодателя любым доступным способом. Также обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания до установления диагноза, но не более 14 календарных дней. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закрыта. Движение судов будет осуществляться по маршруту Жатай-Кихтюр. Завершаются последние приготовления. Это обустройство причальных площадок и отсыпка песком подъездных путей. С понижением температуры и увеличением толщины льда на переправе будет задействован ледокол «Капитан Бородкин». Завершится паромная навигация в 20-х числах ноября. Цены у нас планируется подниматься с момента этого привлечения ледокола. Это как бы тариф устанавливается перевозчиком, лорпом. Это есть определенный тариф на перевозку и сопровождение ледокола. Это в ближайшее время должен быть установлен перевозчиком. Это на примере на индексации, с учетом индексации прошлых лет, на уровне 2019 года будет установлен. Также в ноябре в столичном микрорайоне Борисовка-1 введут в эксплуатацию 123-квартирный жилой дом для сирот и участников программы переселения из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили в Департаменте жилищных отношений. Вводимый дом малогабаритный, все жилые помещения в нем однокомнатные. 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот. Еще 72 квартиры будут предоставлены гражданам в рамках реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного жилфонда, рассказал директор ДЖО Александр Новолоков. Тем временем более 300 безработных якутян обучат профессиям в строительной отрасли и дорожном хозяйстве региона в режиме онлайн. Об этом сообщает служба занятости населения республики. К обучению уже приступили 154 человека по строительным профессиям: штукатура, каменщика, монтажника железобетонных конструкций. Они будут трудоустроены на нескольких объектах. Программу создали для восполнения потребностей в кадрах в отраслях экономики, наиболее пострадавших от последствий пандемии. Всего на профобучение по 90 образовательным собственного дела. Порядка 140 миллионов рублей предусмотрено в этом году на поддержку частных детских садов региона. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Миноборнауки Якутии. В республике всего 52 индивидуальных предпринимателя, которые занимаются присмотром и уходом за детьми дошкольного возраста с охватом около 2800 детей. Из них в возрасте от 1,5 до 3 лет более 500 малышей. А всего в регионе, по данным министерства, проживают более 100 тысяч детей в возрасте до 7 лет. СН Николаев объявил о начале фотоконкурса «Моя зимняя Якутия». Мероприятие проводится ежегодно. Для участия необходимо на своих страницах в соцсетях выкладывать красивые фотографии Якутии с хэштегом «Моя зимняя Якутия 2020». Также нужно дать краткое описание вашей фотоработы и отметить на фото. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску и удачного дня. С вами передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир. Ну и сейчас мы приступаем к теме, которую мы проанонсировали до новостного блока. Итак, с 19 октября по 20 ноября в Якутске у нас идет месячник регистрации домашних животных. Какие же мероприятия пройдут в рамках этого? Это будет вестись, то есть, вернее, она уже ведется в рамках этого месячника. Да. В настоящее время начинается месячник по маркировке животных, то есть собаки и крупный рогатый скот. И по всем районам нашей республики ведется работа по маркированию, то есть маркирование КРС при помощи ушных бирок и маркирование собак. А как же вообще много животных уже прошли эту регистрацию, маркировку? Вот примерные цифры хотя бы известны? Так, ну да, примерно 5 по-моему, или 6 крупного рогатого скота. И среди собак там около 2-3 тысяч. 5-6 тысяч крупный рогатый скот и 3-2 тысячи вот именно
домашние животные, вот Да, да, да. собаки, да? А вот Домашние животные. именно, если мы говорим не о крупном рогатом скоте, да, вот микрочипы и так далее, вот это мы говорим о собаках и кошках, а другие животные. Совершенно верно. Собаки и кошки. Собаки и кошки. Им же является микрочип. Да. А микрочип это маленькая такая штука, которая при помощи одноразового шприца имплантируется под кожу и там и остается. Да. А что если вот владелец, да, домашнего животного, вот мы говорим, например, в данном случае, да, о собаках и кошках, хочет вот именно вживить этот микрочип и пройти вот регистрацию своего животного? Куда следует ему обратиться и с какими документами? Так, в зависимости от того, где этот владелец живет, если он живет в районе, то ему нужно будет обратиться в управление ветеринарии по району. Если в Якутске, то ветеринарная лечебница на улице Чехова. Мгм. Вот в интернете, да, я читал то, что при вот этого месячника, при этом мероприятии будут раздаваться всякие листовки, вот напоминалки, да, вот хозяевам домашних животных, где будут указаны правила содержания домашних животных. Вот об этих правилах вот давайте напомним нашим телезрителям, у которых есть животные или которые, может быть, собираются вот завести. Так, по правилам там, в принципе, ничего такого сложного нету. Во-первых, нужна регистрация. Ага, то есть на животное нужно получить обязательно паспорт. С этим паспортом можете перемещаться внутри территории Республики Саха-Якутия. Желательно, конечно, прочипировать животное. То есть сделать маркировку. По этой маркировке уже можно будет за пределы Республики Якутия перемещаться. Значит, провести вакцинацию. Обязательно нужно будет, не обязательно, а по желанию, скажем так, простерилизировать животное, чтобы не было нежелательного потомства, если тем более это самка будет. Потом, нужно собрать, как называется, согласие соседей, если вы живете в многоквартирном доме, то есть то, что собаки не мешают своим лаем. И при прогулке нужно обязательно носить, одевать собаки на мордник, чтобы она, не дай бог, никого не упустила. Да, ну что ж, в принципе, это главные правила, вот, что касается вот, домашних животных, да. Ну что ж, Петр, большое вам спасибо, что напомнили о правилах и поговорили мы с вами о месячнике вот, регистрации домашних животных. Удачи вам в дальнейшей вашей работе. Напомним, что у нас месячник идет в Якутске с 19 октября по 20 ноября. Друзья, вы уже в курсе, куда стоит обращаться, если вы захотели промаркировать своих домашних питомцев. Так что мы идем далее. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
Друзья, с вами вновь передача «Новый день». Мы продолжаем наш эфир и приступаем мы к нашей заключительной теме. В этом месяце круглый юбилей отпразднуют наши коллеги. Ведь 7 ноября Якутское радио отметит 90-летие со дня первого эфира. О специфике и особенностях этой работы мы поговорим с радиожурналистом, старшим редактором дирекции радиовещания Саргланой Антоновой. Доброе утро, Сарглана. Доброе утро. Ну что ж, в первую очередь разрешите вас поздравить с наступающим праздником. Очень приятно, что вы нашли время и пришли, чтобы поделиться в тонкостях вашей работы. Спасибо. Ну что ж, расскажите, как же вы пришли в мир якутского радио? Когда и при каких обстоятельствах это все происходило? Ну, наверное, надо сказать, что радио сопровождало меня практически с самого рождения. И любовь к этой отрасли привили ко мне родители, прежде всего. Они постоянно слушали радио, то есть наши завтраки, ужины, обеды непременно сопровождались радио, которое у нас находилось на кухне, тогда были радиоточки, доступные всем. Вот, поэтому звуки радио, наверное, проникли в меня с рождения. Позже это была радионяня. Ну, а в дальнейшем это была, конечно, уже моя работа, моя судьба. То есть не успели заметить, как сначала будучи ребенком сидели, завтракали, слушали радио, а потом уже профессионал сидит, вещает для таких же тысячи детей, да, которые, может быть, в будущем станут, кстати, тоже радиожурналистами и тележурналистами. Ну говоря юбилей, да, знаменательная дата для всех наших и ваших коллег. И в каких передачах вы проработали за все время и в каком проекте сейчас работаете? Ну, с особой теплотой я хотела бы вспомнить передачу «Якутские якутяне», которую я начала вести с 1996 года. Это была практически моя дебютная работа. Вот. Она рассказывала о деятельности местной администрации, состояла из нескольких рубрик. Я сделала ее в качестве радиожурнала. Вот. То есть там освещались не только вопросы деятельности местной администрации, но и я рассказывала о происходящих интересных событиях общественности, о людях, о горожанах, об их судьбах и так далее. Чуть позже были такие передачи, как «Континент», «История и судьбы», «Горизонты», «Акцент». Были такие рубрики, как «Школьные годы», «Экология и мы», рубрика, посвященная войне, это «Песни, опаленные судьбой». Я думаю, что название этих передач знают наши радиослушатели. Но в последние 5 лет были такие проекты, как «Якутск сегодня». Это была телерадиоверсия передачи. Я думаю, тоже многие наши и телезрители, и радиослушатели знают эту передачу. Мы рассказывали тогда о деятельности тоже местной администрации. Кроме того, я вела передачи «Резонанс». И в последнее время мы работаем над передачей «Хороший день». Это блог, который ведут русскоязычные редакторы на радиовещании. И в этой передаче задействованы такие известные журналисты, как Любовь Петрова, Светлана Савинова, Григорий Шмаков, ну и я. Передача выходит ежедневно на канале нашего радио с 10 до 11 часов утра. И мы рассказываем... Я уверен, конечно же. Ну и хотелось бы поинтересоваться. Я уверен, что многим телезрителям, да, интересно, как же проходит работа радиожурналиста. Например, у некоторых может показаться, пришел в назначенное время, сел за микрофон, да, и зачитал что-то с листка. Но на самом деле это же, конечно, не так. Расскажем. Да, но на самом деле работа в весную зацепку, мысль, может быть, фразу интересных людей, события, которые происходят, да. То, что является, может быть, не всегда резонансным, не всегда сенсацией, но тем не менее оно представляет большой интерес и, конечно же, несет информацию слушателю. Да? Эта тема изучается, разрабатывается, находятся люди, собеседники, которые могли бы дать дополнительную информацию, которые могли бы выступить экспертом в этой отрасли и так далее. Ну, далее редактор, конечно же, готовится к эфиру, то есть пишет сценарий, составляет вопросы к своему собеседнику, договариваются о встрече, назначается встреча и происходит прямой эфир, если это прямой эфир. Ну, а если передача выходит в записи, то начальный процесс практически такой же, кроме того, что ты приходишь не на прямой эфир, а на запись в студию, и с тобой работает режиссер звукозаписи. То есть это получается уже коллективный, кропотливый труд. Да, конечно, коллективный труд, где все зависит от работы именно каждого, да. Ну что ж,
Сарглана, большое спасибо, что приняли участие в нашем эфире и рассказали нам о своих достижениях, о своих работах в нашем радио. Мы сердечно вас поздравляем с этой знаменательной датой, которая приближается, и желаем вам дальнейших творческих успехов. Дорогие друзья, еще раз отметим то, что у нас 7 ноября наши коллеги празднуют круглый юбилей, 90-летие со дня первого эфира. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пришло время прощаться. Мы желаем вам хорошего дня, берегите себя. Ну а эфир продолжит Якутский блог и мои коллеги. Барта санатар эйги Белкестер айылға саңарар кили Қараңы түнерге ыйдаңа күліге Ағыз түнік бәрәйгін көрдүрә Сүйінен сұлыстар Тирimi ғонюлар әнақын Surar, sipsi her kurduktar Sine sustar, kirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Tepsili dılıktın sana harberiye Eygin geledinin horum belgede Min tulan barada en soğuk kar koruğum Betina hayılga ihiyen tüm budum Sine sustar, kirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Sine sustar, kirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Bintulang barita sana taregi Belkester ayılgam sangar kili Haranga tinerge eydanga külüge Ağız tünük bereygin gördüre Sine sustar Dirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Sine sustar Dirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Sine sustar Dirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Sine sustar Dirmi gonyular enakin Surar, sipsi her kurduktar Daha жестко хаяпыт. Да? Оның биге оларың
таһа хырыла нихер